О, привет, чувачки! Сегодня мы с вами будем быстренько подниматься на оценку, буквально на 1 градус, чтобы не подорвать животики. Итак, речь сегодня пойдет о том, как же не прослыть трусом, то есть никак не быть трусом в глазах других. Понятно, есть такой сложный способ записаться на какой-нибудь там тренинг, коучинг и так далее. Вам расскажут, что надо взглянуть правде в глаза, страху в лицо, отчаянию в жопу, и тогда все у вас получится. Понимаете, это все долго, нудно, дорого, это действительно надо расти над собой. Дофига, ребят, ведь главное не то, какие мы есть, главное, какими нас воспринимают, какими нас считают окружающие. Итак, допустим, вы трусоваты, вы маленький сыкунишка, или, допустим, вы уже большой, взрослый, а все равно, попердываете, посикиваете, когда, есть хоть какая-то вероятность того, что вам отвесят люлей, или даже вообще нет никакой вероятности, вы просто идете и бздите. Вот такой характер, может, наследственность, там, дурные гены, плохое воспитание, тяжелое детство, лихие 90-е. В общем, много всего может быть. Факт в том, что себя вы уже не исправите. Главное, чтобы другие не знали, что вы такое сыкло, трусло. Итак, всегда надо придумать что-то такое, какой-то отмазку, по которой вы вовсе не трус и не балбес, а бывалый. Итак, прежде всего, допустим, вы с парнями собрались, буханули немножечко, естественно, их поперло на какие-то шалости, типа, пойдем туда, наваляем тем. Если вы скажете, нет, ребят, извините, меня уже баба дома ждет, или там девушка, жена, они скажут, ха-ха, типа, ты даешь, трус, стекло. И, возьмут вас на слабо. Чтобы этого не произошло, вы берете мобильник, прикладываете к уху, что, неужели, батчес, и ничего не объясняя, убегаете. Естественно, никто вам не звонил, вы тупо поговорили с самим собой и убежали. Естественно, это, пройдет от силы, раза 2-3, потом, конечно, они вас раскусят, поэтому периодически отмазки вот эти надо менять. То есть только, допустим, девушка говорит, проводи меня, дорогой, до дома, по ночному городу, а вы знаете, что живет она в опасном районе, вам там наваляют. Вы же не должны говорить, слушай, я боюсь, я еще больше секунд, чем ты. Нет, ни в коем случае, просто расскажите что-нибудь про бабушку, что вам надо ставить ей клизму, или там про кошку, которая окатилась, и вам нужно принять роды. То есть все должно быть очень такое белое, милое, благородное, и она вас даже зауважает, и все будет хорошо. И никто никогда не будет считать вас трусом. Такие дела, пацана. Ставьте палец вверх, подписывайтесь. Ой, как я вас люблю, а как уж я себя люблю, батчиста.